Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. В прошлом ролике мы рассказывали вам о 6 собачках, бывших домашних, которые попали в ППЖ, в этот плен, по воле человека. И когда приехали за теми 6 собаками, бывшими домашними, о которых рассказывали в прошлом ролике, а их оказалось не 6, а 18 бывших домашних. Но как их оставить? Как их оставить и забрать только 6, а 12 оставить на смерть? Девочки выводили одних, а другие прощально вслед смотрели со слезами на глазах. Кто-то поскуливал. Картина жуткая. И что вы думаете? Можно забрать одних и оставить дрожащих и плачущих других? У меня душа в таких случаях разрывается. Когда мне позвонили и об этом сказали, надо было принять решение за 5 минут. Я же понимала, что за каждую собаку, выведенную оттуда, я должна в тот же день оплатить 7500 в месяц. Кто-то скажет: ну и зачем забрала? Значит, у человека железные нервы, или он не представляет, как страшно там находиться, и как они плачут и скулят и просятся к человеку. А кто-то скажет: молодец, что быстро среагировала и забрала. Но похвала меня тоже не радует, потому что я знаю, что оплатить всех я не могу. Тогда зачем я забрала? Знаете, друзья, я понадеялась на вас, мои подписчики и друзья. Я очень надеюсь, что вы поможете. Поверьте, я просто не могла поступить иначе. Я не могу видеть плачущих, лижущих руки собак. Потом жизнь будет не мила. Они тебе грезятся, они тебе снятся. В Якутске очень короткий разговор и жестокие нравы. Там есть нетерпение. Вынь и положи. Или, например, передержать в долг. Нет, не бывает. Если в положенный день и час не оплачиваешь, то твоих щенков выставляли в коробке за забор. И такое было. Друзья, я обращаюсь к вам. Вы уже помогли на тех, о которых мы рассказывали. Но нам очень срочно надо оплатить всех остальных вывезенных с ППЖ. Иначе они окажутся на улице или снова в ППЖ. Помогите, пожалуйста, оплатить оставшихся. Очень прошу. Я обращаюсь к вам, и только вы можете помочь. Клички собачкам пока не придумали. Пока не до этого. Итак, Бровка назвала я. Вижу, что рожавшая. Коротколапка. Не очень-то молодая, может быть, годика 4-5. На цепи маялась, переминаясь, стоит. А вот молоденькая коротколапка в клетке, беременная сидит. Но успели простерилизовать. Не дай бог родила смертников. Сама-то оказалась ненужная малышка. А тут еще бы ее дети. Совсем-совсем еще, почти ребенок. А вот Снежка белая, коротколапая, тоже на цепь посадили. Вся извивается, прыгает к человеку. Ласковая, молоденькая, хорошенькая. А впереди лютая зима. Конечно, не выжить. Как не забрать? Энджи. Я ее назвала пока так. Уж настолько она утонченная, элегантная, статная, гладкошерстная, разумная такая вся, с умным, все понимающим взглядом. Не лает, только вглядывается в человека и покорно стоит. Зачем она здесь? Почему предали? А под высокой собачкой Энджи жмется совсем кроха, черно-беленькая собачка в красном ошейнике. Ей так страшно, дрожит, что прильнула к большой, как бы прося: «Защити меня! Зачем мы здесь? Почему нас предали?»
А вот мраморная, пятнистая, гладкошерстная, молоденькая собачуля. Для себя пока назвала Зинкой. Сидит в вольере с другими, но сторонится, подальше от греха, а то еще покусают. Ведь на ходу надо сориентироваться им, как выжить с грозными сородичами. Но вот подошел человек и быстрее бежит радостная, мордочку тянет. А вдруг за ней, а вдруг заберут? Очень красивая собачка, но ее не успели забрать, не хватило места в машине. Она осталась, она еще там. Ее тоже надо забирать. Сердце кровью обливается. Вот еще одна спасенная. Успели. Выдран клок шерсти вместе с кожей. Кровила. Шансов выжить у этой малышки не было. Запах крови лишает разума больших голодных сородичей. Их всех жалко. Собака бывает кусачей, как говорится. Забрали и ее. А вот очень ласковая серенькая Томочка обнимает, когда человек к ней подходит, как бы не желая отпускать от себя этого человека. И тоже на цепи хозяин сдал, предал. Какая же милашка, совсем юный ребенок, месяцев 6. Вся исходит от счастья, светится, что человек подошел, а вдруг сейчас заберет. Такое счастье, как мало надо. Ребенок, а уже на цепи и очень хочет быть домашним. Совсем молоденькая, скромная девчушка. Ей, наверное, до годика. Жила с хозяйкой в доме, а вот теперь в ППЖ. Конечно, погибнет. Она не для этого заведения. Ее тоже как не забрать? Девочка Алиса, неземная, нянька для детей. Все своими эмоциями расскажет, своими глазами и звуками. Ретривер или лабрадор, но ее образ и доброта не дадут спокойно жить, если ее не спасти. Эта девчушка коротколапка черная тоже очень напугана. Никогда она не была в таком заведении. Жила с бабкой, всегда в любви. Но вот и ее тоже участь. Предали, привезли. Друзья, посмотрите на них. Они живы, потому что вытащены из ППЖ. А иначе это смертники. Вы уже помогли на тех, о которых мы рассказывали в прошлый раз. Но нам срочно надо оплатить всех вывезенных с ППЖ, иначе они окажутся на улице или снова в ППЖ. Я вас очень прошу, друзья, давайте их оплатим. Без вас они погибнут.